Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего будущего мужчину. Давайте посмотрим, кто он такой и какими будут ваши отношения, кто ваш будущий. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, просто думайте о счастье, думайте о новых отношениях. И пусть песочек нам все покажет и расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Будущий мужчина. Слушайте, а он непростой, этот ваш будущий мужчина. У него в руках чайник. Мужчина, который мечтает о семье. Мужчина, который мечтает об уюте, о личном счастье, об идеальной женщине. Мужчина, ну как можно сказать, семейно ориентированный получается, да? Мужчина, который сейчас чем-то таким занимается, что в будущем приведет его к серьезным заработкам, к большим деньгам, к резкому взлету. Так мне идет. Мужчина в сегодняшнем дне занимается какой-то обычной, банальной, простой, ну не банальной, возможно, простой, да, простой работой. То есть он может работать на стройке, он может быть каким-нибудь рабочим, да, он может быть водителем. Чем-то вот обычным, простым, обыденным он занимается. Но он и учится, он развивается. Я не удивлюсь, если мужчина, например, там, работает на стройке, и потом по вечерам он там какие-то программы на компьютере пишет, да, программированием занимается. А может быть, он строит стратегии там, о каком-нибудь там бизнесе, да, в таком ключе. Обучением, занят обучением. Его практически не видно вот так, чтобы он там по улицам шлялся, с друзьями где-то в кабаках сидел. Такого нет. Нет, он хочет стать богатым, и он богатым точно станет. По поводу этого мужчины. У мужчины перед глазами был очень плохой пример. Допустим, возможно, у него семья была неполная, либо родители, которые пили, да, пили, потом друг друга били, потом они там пьяные спали. То есть он с ранних ногтей очень самостоятелен. И этот мужчина очень рано начал работать. Ну вот буквально, да, там в подростковом возрасте он уже много чего умел делать и зарабатывал денежку себе сам. Может быть, родители там какие-то жестокие были. Может быть, опять же, допустим, его воспитывали бабушка и дедушка, либо мама одна воспитывала, которая на работе пропадала, а он как предоставлен сам себе был. Почему у него, вот видите, чайник в руках? Он мечтает об идеальной семье. Семья, в которой все как надо, как полагается, да, как по старинке. Муж, жена, детишки, да, дом полная чаша. Да, никто ни в чем не нуждается, никто не пьет, никто морально не разлагается. Идеальная семья, идеальный порядок и идеальные отношения. Вот об этом он мечтает. С женщинами у него нет какого-то прям серьезного опыта. Да, были девушки, с кем он пытался построить отношения, но когда он видел, что девушка несерьезная, когда он видел, что девушка, не знаю, там тусовщица какая-то, он сразу же, ну вот прям прекращал отношения. Вы знаете, вы по психотипу друг другу идеально подходите. Он очень серьезный, я бы даже сказала, гиперсерьезный, и вы очень серьезная.
Вы ведь тоже постоянно в пределе, вы постоянно то работаете, то собой занимаетесь. Кто-то из вас тоже учится, тоже мечтает там, создать свой бизнес, да? Наладить так работу, чтобы деньги приносила, чтобы вы там не мытарились, не бегали за копейкой за 3-9 земель, а именно спокойненько себе вот знали, что я пойду отработаю, я денежку получу. Вам тоже хочется семьи. Но у вас я вижу, что, скорее всего, были такие отношения, вот похожие на брачные, на семейные, может, гражданским браком жили. Но мужчина, который был с вами рядом, он очень вас обманул. У кого-то отыграется, что предал, прям предал так предал, а у кого-то прям обманул в ваших ожиданиях. То есть мужчина оказался не семейно ориентированный. Мужчина оказался такой, знаете, вот погулять, друзья, там, девушки, такой, знаете, вот несерьезный, да, вот не было в нем серьезности. Вот как мне идет как обман в ваших ожиданиях. Но у кого-то отыграется, что мог и обмануть именно в виде там измены. Вот. Дурной опыт у вас за плечами есть. Вы уже как в это окунулись, да, вы это пережили, вы это испытали. Разочарование, да, можно сказать, разочарование в любви вы познали. Вам хочется личного счастья, но не хочется опять наступать на те же грабли. И еще я вижу, что этот прошлый опыт, он как будто бы вам третий глаз открыл. Вы теперь мужчина издалека, ну, видите, на что способен. Безошибочно угадываете, насколько человек там нормальный, ненормальный. И даже можете угадать, женат он или свободен. Даже не угадать, это предсказать скорее, да, угадывают немножко другие люди. Вот, у вас прям уже глаз алмаз, вы мужиков видите наперед. И вижу, что вы в какое-то отчаяние впадаете, потому что те, кто вас окружает, ну вот абсолютно не котируются для вас. Вот, вроде как мужчин много, но все такие вот не очень, да, с брачком. И вижу, что кто-то из вас даже рассматривает варианты, допустим, заграничных женихов, да, на иностранцев смотрите, но когда вы их изучаете их профили, там, начинаете с ними общаться, вас тоже уныние обуяет, потому что, ну, там мужчины совершенно с какими-то другими ценностями, и вам это прям, ну, фу-фу-фу не подходит, да, не нравится. Опять же, вы не хотите терять связь с тем местом, где вы находитесь. Либо у вас семья, либо у вас дети. Да, еще об этом нужно подумать. Вот как будущий мужчина будет относиться к моему ребенку. У вас очень много требований к будущему супругу. К какому супругу? Просто к парню у вас много требований, а к супругу там просто непроходимые тесты. Очень сложные. Вижу, что иногда вы думаете о том, как так, да, почему мне так не повезло, почему вот все там подружки, родственницы, все уже там замужем, у всех все случилось, сложилось, худо-бедно живут. Но с другой стороны, спросите себя честно, вы хотите жить худо-бедно? Думаю, что нет. Вы не та женщина, которая будет терпеть издевательства, либо алкаша, либо гулену. Не будете вы терпеть. Да? Зачем вам это худо-бедно? Вам нужны нормальные полноценные отношения. И вы ждете. Вы ждете, когда эти отношения у вас появятся. Смотрите, здесь мне показали, что ваши дороги обязательно сойдутся. Причем здесь как будто бы ангелы, ангел мужчины и ангел с вашей стороны вот подталкивают вас к тому, чтобы вы встретились. Встретитесь, вы обязательно встретитесь, и встреча ваша будет незабываемой. Кстати, у кого-то еще отыграется встреча по необходимости. Допустим, мужчина подрабатывает, ну пусть будет сантехником, да, у вас там какие-то проблемы с трубами будут, либо там протечка какая-нибудь в доме. Мужчина придет на вызов, и вы так встретитесь. У других отыграется, что, например, автомобиль, да, начнет там барахлить, вы поедете на СТО, и там с ним познакомитесь. Да, встреча по необходимости. Вот. Но у других отыграется встреча, вот как есть встреча, да, все-таки ангелы сведут. Опять же, вы все разные. Но вот мне показано, что мужчина редко куда выходит, редко где бывает. И вы такая же. Вы редко куда выходите, редко когда бываете. Вам и не с кем, и незачем, да? Потому что у вас дела, у вас дом, у вас семья, у вас много задач в жизни. И вообще у кого-то отыграется, что вы домоседка. Да? Вам нравится быть дома, вы дома отдыхаете, вы дома можете расслабиться, почувствовать себя в безопасности. Да, вы любите отдыхать, но отдыхать хорошо в хорошей компании. То есть, что вам там в одиночестве по городу лазить, да? Тоже как-то неинтересно, что тем более там одной в клуб идти прям совсем не то. Вот.
Я не могу сказать, когда вы встретитесь. Вы все слишком разные, и у всех получается разброс большой. Да? Кто-то может встретиться буквально завтра, а кто-то встретится там, не знаю, к концу этого года. Каждый по-своему отыграется, но встреча это будет незабываемой. Вы сразу почувствуете, что это ваш человек. И он то же самое почувствует. Вы знаете, говорят, любовь с первого взгляда. А у вас будет и любовь с первого взгляда, и желание с первого взгляда. Почему-то еще идет такое ощущение, что вы в этом плане, в плане интимности, вы очень избирательны, и вам очень сложно угодить. Да? Не всех мужчин вы хотите. Нет такого, что я хочу. Конечно, у некоторых бывает, но мне почему-то кажется, что это не ваш случай. А здесь и любовь с первого взгляда, и желание с первого взгляда. У кого-то еще возникнет, что первое будет желание, что вы посмотрите и скажете: боже, какой мужчина, я его хочу. А потом уже, что, о боже, я в него влюбилась. Приблизительно об этом песок и показывает. Здесь просто накрывает. Накрывает так, что звезды перед глазами, бабочки в животе, и вы кроме него, например, никого не видите, а он никого не видит, кроме вас. Единожды встретившись, буквально вы больше никогда не разойдетесь. Единожды встречаясь, вы идете одной общей дорогой. Какие будут ваши отношения? Мне показывают очень гармоничные отношения. Мне показывают, что мужчина, как настоящий мужик, очень многое возьмет на себя. Причем возьмет с первого буквально часа вашего знакомства. И почему-то еще такая фраза, что не переживай, я все сделаю сам. Да? Не переживай, я тут справлюсь, я тут доделаю, я тут переделаю. Вплоть до того, что я помою посуду, я уберусь, я то, я все. Да? Очень много на себя сразу будет брать. И вам это понравится, это будет вас подкупать. В плане финансовой подоплеки это ведь очень важно, да, когда люди пытаются построить отношения. Да, мужчина в момент вашей встречи звезд неба не ловит, но он вам все расскажет про себя, про свои знания, про свои, грубо говоря, мечты и надежды, да, про то, над чем он работает. Вас это очень восхитит. Именно его это стремление, да, что я не мечтаю выиграть в лотерею, а я мечтаю заработать, я мечтаю то-то, то-то создать, чтобы оно приносило мне деньги. Здесь вы очень с ним сходитесь. Вы ведь тоже не мечтательница на самом деле, вы не искательница легких денег, да? Вы знаете, жизнью научены, что все приходит поэтапно, постепенно. Если хочешь заработать, надо вложиться. Здесь я даже вижу, что вы в каком-то моменте будете ему помогать, либо морально его в этом поддерживать. Почему-то мне еще кажется, что именно благодаря вам этот мужчина заработает все свои миллионы и обретет все свои эти богатства. Благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы в него верите. Да. Если у вас есть семья и дети, то с этим мужчиной поначалу могут быть проблемы. Он очень хороший, он будет пытаться понравиться вашим близким, но ваши близкие как раз таки, увидя, что он хороший, да, что он может быть опасен, что он вас у них забирает, уводит, они могут против него быть негативно настроены. Но это только лишь первое время, когда они увидят, что вы счастливы, когда вы с ними, может, беседу проведете, да, тогда как-то более-менее все начнет сглаживаться. Против плохих мужчин они не настроены, а против хороших, да, они очень будут категорично настроены. Это, кстати, тоже вам подсказочка. Семья как будто бы его не хочет принимать. И они прям цепляются, ищут в нем изъяны и начинают вас стращать, что может быть он такой, а может быть он всякой. Это тоже первые звоночки того, что это именно тот мужчина. Так, вы с этим мужчиной какое-то время будете жить раздельно, мне показано. Раздельно, потому что он будет решать проблему с жильем. Может быть, он ремонт будет делать в своей квартире. Может быть, он будет подыскивать хороший вариант жилья. Он не согласится идти к вам. Не согласится. Такие варианты он не рассматривает. В принципе, для него это неприемлемо. То есть здесь я могу его похвалить. Да, настоящий мужчина свою женщину должен обеспечить жильем. И этот мужчина именно по такому принципу будет действовать. И опять же, девочки, он не приведет вас в какой-то шалаш, либо берлогу. Нет, он будет все делать хорошо, капитально и самое лучшее. Это мне тоже нравится. Этот мужчина, он не будет мелочиться, он будет покупать, приобретать самое лучшее. Тоже замечательный момент.
Где-то вот полгода вы с ним встречаетесь, общаетесь, вместе вы не проживаете. Вот где-то в течение полугода он будет решать этот вопрос, да, с жильем. Ну, а потом у вас все уже сложится, все будет замечательно. Когда начнете жить вместе, в очередной раз поймете, что этот мужчина идеальный. Здесь уже более мощная поддержка с вашей стороны пойдет. И у мужчины пойдут первые результаты. Вот когда вы съедетесь, когда вы будете жить одной семьей, вот тогда он начнет и зарабатывать. Но показано, что ваши энергетики, они смешиваются и идеально друг друга дополняют. Но опять же, вы для него просто самый лучший, шикарный стимул для того, чтобы зарабатывать. Да? Вот женщина, которую я люблю, женщина, с которой я хочу семью, конечно, я должен ее всем обеспечить. Я должен для нее предоставить именно те условия, которых она достойна. А поскольку вы достойны самого лучшего, мужчине придется, конечно, тут булочки поджать и вперед. По поводу его дурных привычек. Я не вижу, чтобы у него какие-то были прям очень ужасные привычки. У кого-то отыграется, что он курит. Возможно, он курит сигареты, возможно, не знаю, там вейп он курит, там электронную сигарету. Ну, вот что-то он может курить. Это вот у кого-то прям 100% отыграется. Также у кого-то отыграется, что мужчина, ну, как нормальный мужчина, да, он может выпить, там, на праздник выпить, либо чтобы расслабиться, но он не запойный, он не пьяница, и алкоголь на него действует как снотворное. Вот он пьет, ему прям спать хочется. Вот, в принципе, буйности здесь я не вижу. Еще одну негативную черту я могу назвать то, что он у вас молчаливый. То есть, знаете, есть такие мужчины, которые там скандалисты, они орать могут, там 100 слов в минуту, а этот, наоборот, он очень молчаливый. Вот если ему что-то не нравится, он закрывается как будто бы в ракушку и молчит. Вот, он просто перестает общаться, да, либо он может просто, ну, не знаю, одеться и выйти, и несколько там часов где-то бродить в тишине, вот этот момент. Вот, поскольку вы девушка такая горячая, может быть, вам это сложно будет попервой принимать, но именно вот такой вот он человек. Он молчит, уходит в себя, вот закрывается, да, в ракушку. Прям очень хороший такой пример пришел. Вот, еще из негативного. Этот мужчина слишком много на себя берет. Вы скажете, что ничего тут плохого нет, а я скажу, что есть. Такие люди очень часто в жизни надрываются. Вот, он прям старается все на себя взять. Вот это как вы, только мужчина. Вы ведь тоже все на себя берете, а вы, и он будет все на себя брать. Здесь могут быть нестыковочки с вами, потому что вы тоже сердобольная девушка. И также его бы, конечно, нужно поберечь, ну, потому что от работы и лошади дохнут. Вы тоже, наверное, об этом слышали. Да? Слишком большая нагрузка, он не умеет расслабляться и отдыхать, но он очень много работает. Вот, организм, он не железный, да? Он изнашивается, тело изнашивается. Поэтому вам будет очень важно научить этого мужчину отдыхать. Отдыхать, расслабляться, иногда брать там выходные дни, либо даже в какой-то степени какие-то вещи делегировать вам. Да? Вот, это важно. Так, ну а плюсовые качества, ну, верный, надежный, добрый, положительный. Мужчина, который никогда на женщину ни руку, ни голос не поднимет. Для него женщина – это святое. Вот так, либо воспитали, либо это его личное убеждение. Вот что бы это ни было, это достойно поклона, вот в прямом смысле слова говорю. Аккуратный, за собой ухаживает, чистоплотный. Мужчина, который даже в какой-то степени педантичный, но без фанатизма. То есть это не будет напряжением. Вот если что-то там не на своих местах лежит, он никогда об этом не скажет, он просто пойдет и на свои места разложит. Да, тихо, спокойно все сделает сам. Мужчина с руками, с головой, если что надо, сделает. Если не может, то найдет того, кто сможет, может договориться. Разумный, да, у него вот, кстати, хорошо идет счет, да, он умеет считать, он в голове умеет хорошо считать. То есть много положительных качеств. Тут сразу и не перечислишь. Ну, еще раз говорю, девочки, плохого ангел бы не привел к вам, да, не подпустил бы, и не привел бы, и не подпустил. Поэтому, в принципе, тут уже все сказано. Человек, который вас достоин. Вот. Ну, а вы, соответственно, достойны его, потому что мужчина действительно уникальный. Вот. По поводу внешности,
приятная. Внешность у него приятная. Он не красавец, он не модель и также не урод. Внешность приятная. Вот приятная глазу, можно так сказать. Не сладенький и не блеклый. Приятная. Внешность у него будет приятная. Что-то у него не то с прической, но я думаю, что вы с этим справитесь. Не знаю, то ли он как-то плохо стрижется, да, либо в местах каких-то стрижет, либо ему все равно, да, лишь бы там волосы не мешали. Вот какой-то такой момент, вот смешная прическа у него будет. Волосы как-то, уложены, может быть, поймете. Вы потом все поймете, и это поправимо, это не критично. И еще один момент, который я не могу не сказать. Вот здесь показано, что в момент, когда вы с этим мужчиной уже съедетесь и будете проживать одним домом, у вас тут соблазн появится. Кто-то вас будет пытаться соблазнить. Вы знаете, как будто бы человек почувствует, что вы счастливы стали, и будет пытаться разбить ваше счастье. Это может и бывший какой-то объявиться, не обязательно бывший партнер, это может быть просто бывший ухажер. И также, возможно, в принципе, какой-то мужчина, увидев, как вы расцвели в отношениях, ведь когда женщина счастлива, это прям видно, это в глаза бросается, вот, попытается за вами приударить. Соблазн выходит на самом деле, соблазн. Вот, будьте поаккуратнее и смотрите, если вы вот этого упустите, то следующего еще долго придется ждать вот именно такого качества мужчины, да, чтобы прям ангелы привели. Вот, это такое предупреждение вам вышло. А так я вижу, что все у вас сложится. И вот эти все события, это события именно этого года. Еще раз говорю, не могу сказать время, когда это все произойдет, но это события именно этого года. То есть ждать уже недолго, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.